запас. Сегодня 4 апреля 2025 года, 04.04, 15 часов по Берлину, 17 часов, соответственно, по городу Джохару. Я вас всех, друзья, приветствую. Сегодняшний наш стрим снова вещается на YouTube-канале Reality и на канале Асан Арцуев TikTok. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Ваша безопасность в ваших руках, друзья. Все остальные, чем больше вы ставите лайков, тем больше вы распространяете. Если мы с вами единомышленники, если вы меня поддерживаете, или же разделяете мою точку зрения в чем-то, прошу вас распространять, потому что это очень важно, так как на территории фашистской России наш канал запрещен. Я сам объявлен иноагентом, руководителем экстремистской правозащитной, обращаю внимание, организации. Ну, как-то так. Но это вы все знаете. Просто повторяю тем, кто у нас новички. У нас постоянно добавляются новички. У нас снимаются подписчики постоянно. Немножко это делается, чтобы, системно, постоянно, но делается понемножечку, чтобы YouTube особо сильно не обращал на это внимания. Ну, как-то так, друзья. Ва алейкум ассалам, Осман Машволь. Так, друзья. Вначале, как обычно, я хочу вам сообщить сообщение, рассказать о потерях русских боевиков в Украине. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1380 бандитов, 7 танков, 30 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, 1 РСЗО установка, 72 БПЛА сбито и 66 автомобильной техники и цистерн уничтожено. Вот такое вот перемирие, друзья. 1380 убитыми и ранеными. Вчера было еще больше, ну и каждый день, наверное, было вчера еще, потому что я помню, позавчера я смотрел. Точно их было больше. Грубо говоря, вот обычная цифра. Знаете, русские всегда воевали так. Они не могут победить. Они не могут победить Украину. Они не могут победить Запад. Но и Украина не пытается победить. Как я понимаю, как я вижу. Украина не пытается победить Россию. Украина пытается... Я не знаю, что она пытается сделать. Я имею в виду не воюющих, я имею в виду не людей Украины, не граждан Украины. Я имею в виду власть Украины. Она не хочет, власть Украины не хочет побеждать. По всей видимости. По всей видимости. Чего она добивается, я не могу понять. Чего добивается. Но могу сказать, что победить не пытаются. Победить не пытаются. Украинская власть, на мой взгляд, я независимый человек, это только лишь моя точка зрения, с ней не согласны некоторые мои, некоторые товарищи, но я могу сказать, что я считаю, что Украина не хочет побеждать. Но власть Украины не хочет побеждать. Еще раз, власть. Власть, люди, которые принимают решения. Либо... Не знаю, кто из них конкретно, кто больше в этом заинтересован, кто меньше. Россия использует одни и те же методы заваливанием трупов. Понимаете, здесь на Западе и вообще у любого нормального человека потери своих, это катастрофа, это шок, это беда, трагедия. У русских все наоборот. Главное, чтобы не пострадало руководство. Это боги. Это фараоны. У них на Олимпе сидят там где-то. На греческом Олимпе. Фараоны на греческом. Человеческая жизнь на России ничего не стоит. Вот от слова совсем. Вот абсолютный ноль просто стоимости этой жизни. И понимая, что эти жизни ничего не стоят,
они посылают своих людей на штурма для того, чтобы их смертями, обратите внимание, запугать Запад. Представьте себе. И вы обратили внимание, Дональд Трамп постоянно говорит, много гибнет и российских парней, и украинских гибнет. И что он хочет остановить эти смерти? Просто откровенно утилизирует Путин свое население, и заокеанскому президенту их жалко. Представьте себе. Вот такая вот, вот такие вот методы ведения войны у русских. Вот такие вот методы. И я рассчитывал, изначально рассчитывал, что они пойдут на переговоры. Но если честно, я немножко преувеличивал. И надеялся, что все-таки, что они пойдут на переговоры. Но они не пошли, не идут на переговоры. По крайней мере, на данный момент они не идут на переговоры. Они вводят Америку, Трампа за нос, откровенно говоря. И поэтому ситуация эскалируется, усугубляется, и мы будем видеть более такие, наверное, мы будем видеть более такие резкие, жесткие действия, так как бесконечно утилизировать русское население, российское население на Западе уже терпеть не могут. Не могут они с их позициями, с их человечностью видеть, как вот так свой же народ, да, даже не чужой. Чужой тоже нужно жалеть. Но некоторые скажут, да ладно, не свои, не жалко. Но своих-то должны жалеть. Никого не жалеют. Абсолютно никого не жалеют. Знаете, когда был во время Второй мировой войны, я где-то читал, была какая-то позиция у немцев, у нацистов, и их штурмовали русские, вот эту позицию. Причем эта точка не имела большого стратегического значения. И вот посылали эти мясные штурмы, посылали, что следующим штурмующим русским, советским красноармейцам приходилось идти уже по трупам своих, как сейчас мы видим в Украине. И немец-пулеметчик, который их расстреливал, он, говорят, сошел с ума. Это чтобы мы понимали психологию западного цивилизованного человека и дикаря, которому плевать на своих, а цивилизованному даже на чужих. Потому что это человеческая жизнь, неважно, твой он или чужой, это человеческая жизнь. Вот таким вот методом, на мой взгляд, Путин добивается уступок у Запада. Но есть такой депутат Федоров. Я немножко поддержал его посмотреть на реакцию, где я сказал, что Трамп, США испугались ядерного оружия, там отступили и так далее. И он как подхватил эту идею и начал распространять, что вот они собирались нацелиться на Америку, и уже Америка отступила. Так вот, они даже не нацелились, представьте себе. Американцы, обратите внимание, знали, что у русских есть атомные ракеты, если они у них есть. Ну, американцы точно знают, есть они у них или нет. И все равно они почему-то так себя не вели. И тут, когда Федоров со своими люмпенами пролетариата, с алкашней какой-то, на какой-нибудь «Жигули» старый поставили какую-то картонную ракету и написали на машине «На Вашингтон», то в Америке все испугались. До того бред эти люди несут, что уже просто невозможно их не слушать, не воспринимать их даже уже как-то. И вот ситуация разворачивается вот таким вот образом. Трамп попробовал, наверное, каких-то результатов они добились. Мы видели, как Путин, Россия сливала всех и вся. Это моя гипотеза, поэтому отнесемся к ней как к одной из гипотез, которая имеет право на существование. И мы не знаем, чего добились американцы, но, можно сказать, мы видим
хоть отчасти мы видим, чего добились русские от того, что Трамп сделал в сторону Соединенных Штатов реверанс. Сказал, что Путин нормальный парень. Даже его спецпредставитель, который меня просто потряс, который вышел от Путина или с Москвы, откуда приехал, не знаю, с кем он там общался, и сказал, что два великих лидера, то есть террориста Путина, он поставил в один ряд с Дональдом Трампом. С реально президентом величайшей страны и реально великим человеком. И Богом спасенным от пули злоумышленника, как мы все видели в прямом эфире. К большому сожалению. И вот какие дивиденды. Курск освобожден, якобы через трубу прорвались. Путин весь победитель. Американцы, поэтому Федоров и рассказывает, что американцы испугались. Всем рассказывают, что американцы испугались ядерного оружия русских. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас, сегодня была новость о том, что Путин, Песков сообщил, что Путин не планирует или не знает, когда он будет встречаться. Интересно получается. Столько сделано, столько сказано, а потом раз и отказывают. Одновременно с этим, или до этого точнее, еще вчера, Трамп вводит пошлины. Многим странам он повысил пошлины, которые поставляют продукцию в Соединенные Штаты. И проскочила такая информация, она еще до конца не подтверждена, что на нефть, которая будет закупаться у России, все, кто будет ее закупать, все страны, те получат новые пошлины. Двойной тариф получат. Фактически на российскую нефть накладывается эмбарго. Это совсем другая уже история. Российскую нефть теперь не сможет покупать ни Индия, ни Китай. Точнее, не будут. Могут покупать, но придется им портить отношения с Америкой. Тому же Китаю, например, абсолютно невыгодно. Путин рассчитывал, что он будет с Китаем взаимодействовать и с Индией, если Европа, Запад откажется от ее нефти и газа. Получается, что теперь и Индия с Китаем не будут закупаться. Нефть не будут закупать у России, потому что в случае закупки этой нефти им придется тогда отказаться от сотрудничества, экономического сотрудничества с Соединенными Штатами. Эти страны не захотят пойти, они лучше в другом месте поищут эту нефть, даже может быть дороже. На определенное время, может, цены на нефть даже вырастут. Сейчас это пока еще не введено, по-моему, сегодня еще, на сегодняшний день, на данный момент. Но я думаю, будет вводиться. Будет вводиться. Так, давайте, друзья, я почитаю ваши комментарии. Я смотрю, уже все тут возмущаются. Не все, тут один. Спасибо, Володь. Спасибо большое. Так, и что здесь чат смотреть? Где здесь чат? Салам Аслан, как думаете, Иран бомбанут и впрягутся ли русские за Иран? Эльдар Бенятов. Салам, дорогой. Эльдар, я думаю, что у Ирана начинаются плохие времена, тяжелые времена. И впрягутся ли? Я думаю, впрягутся. Не прямо, не открыто им сейчас не до этого. Они не могут. Да, какие-нибудь инструктора, какие-нибудь там диверсионные группы, какие-нибудь там информационные, тоже разведывательная информация. Я думаю, Ирану будет поставляться. Россия все-таки не сдала Иран до конца, хотя делала вид, что будет сдавать его. И мне показалось, что она будет его сдавать. Не сдала. Поэтому, мне кажется, они будут вместе против... Ось зла против ось добра будет. Против Запада, против всех нас они будут выступать. Мне так кажется. И я думаю, что большие перемены нас ждут. И знаете, Иран
Это та же Россия, только, я не знаю, еще из-за религии, у русских ведь нет религии, у них была религия, вот этот ленинизм. Ленин их Бог лежит на Красной площади, на главной площади их, как фараон в пирамиде, как положено, как у рабов и фараонов и помазанника Божьего они положили, как они его называют, и его так считают, положили его в пирамиду на Красной площади. Но при всем при этом русские, как имперская нация, перемолотая, переломанная своей властью на протяжении. Ведь, да, империя, чаще всего империя, ну, русскую империю возьмем, она же состоит не из русских, она же строилась не вот была какая-нибудь Киевская Русь, где сидели русичи, и они потом завоевывали территории. Да, там Киевская Русь завоевывала, вернее, не то, что, и может быть и завоевывала, но она расширяла свои территории, в том числе, когда Юрий Долгорукий закладывал Москву. Это, кстати, как киевский князь, как мы все знаем. Ну, затем вот эти все территории были монголами, татарами, там, другими, третьими завоеваны, а русских не было, русского языка не было. И в итоге сегодняшняя русская империя сформировалась из многих народов завоеванных, но без главного национально образующего или империю образующего народа. Не было его. Понимаете? Когда Петр I, имеющий датские, голландские, по-моему, шведские или английские корни, первый раз шел на Персию через Кавказ, из Астрахани по Каспийскому морю, и там он встретился на острове Чечен с чеченцами в Каспийском море. Тогда его солдаты в основном говорили на староцерковном языке, еще не русском, да, отдаленно похожий на русский язык, или старославянский язык. А руководство, все офицерства говорили на французском, английском и так далее. И в том числе, и, как я уже сказал, Петр I сам был не русских кровей. И русских кровей там не было, пока в 17 году не была революция и люмпены пролетариата не захватили власть. Это те самые русские пришли к власти, которых на протяжении веков завоевывали чуть, медь, там, ну не медь, чуть, коми, ну коми позже добавлялись, завоевывались, ну и все вот другие народы, вы, наверное, помните названия, они уже потерялись, да, фактически потерялись уже, их уже не сохранилось. Это вот Русская империя. Поэтому это такая особая такая, ни на кого не похожая империя, без основы, без фундамента. Именно поэтому нужен был Киев. Понимаете? Чтобы киевская история, украинская история стали частью вот этой русской империи. Понимаете? А украинцы не согласны. Они не согласны быть завоевателями, оккупантами, фашистами на протяжении веков. И потом сказать, да, мы разделяем это. Плюс еще поделиться историей, точнее отдать свою историю тем, кто их веками уничтожал. Ну, несправедливо, согласитесь. Да? И вот такая вот каша заворачивается. Это империя, которая не имеет своей основы, своего фундамента, ничего из себя не представляющая, абсолютно не жалеет людей. Человеческая жизнь для них ничего не значит. Ничего не значит. И их религия, их Бог и вообще само их существование, оно подвешено. Нету начала. А значит, не будет будущего, не будет продолжения. Да, можно поддерживать. КГБшники захватили, люмпены пролетариата захватили власть в 17 году, истребили все дворянство. И после этого задумались, как же жить дальше. Они сперва отрицали
дворянство, историю. Достаточно, им казалось, достаточно все переписать, своровать у украинцев, там, у других, у третьих. Ну, так многие народы делают. Но русские это делают тотально. Не чуть-чуть, не понемножку, а массово и все. Ну, в итоге получилось то, что Российская империя поняла, что нету будущего без фундамента, без основы. И КГБшники, которые нас всех, наших отцов, дедов истребляли, ну и сейчас нас истребляют, они решили стать новыми дворянами. Конечно же, с историей украинцев. Вот такая вот невеселая картина нарисовалась. Эта картина, возвращаясь к Ирану, вырисовывает нам и Иран. В отличие от русских, у которых Бог лежит на Красной площади, у персов, у иранцев немного посерьезнее все. У них есть настоящая история. Персидская империя была очень мощной когда-то. На самом деле была мощной. У них есть вера в Бога. Это другая форма или иная форма ислама. Вот их называют мусульманами, но это как если бы называть, я не знаю, какой-нибудь, ну, много в христианстве есть, да, берите любое, сравнивать, чтобы никого не обидеть. Поэтому они могут друг друга абсолютно не признавать как христианами, например, если брать христианскую религию. И, ну, при всем при этом мы все их видим христианами. Также и в шиизме, и в суннизме. Шиизм, суннизм, и Аллах говорят, и Коран почитают, но все интерпретируется у всех по-разному. И Иран очень фанатичен в этом смысле, в религиозном смысле. Очень жесткие следования религиозным традициям, и это делает людей фанатиками, как мы понимаем. Поэтому это большая, длинная, затяжная, может быть, война, если воевать против самого Ирана, а не сменить там власть. Потому что эта власть достала так это население, этот народ, что он бы с удовольствием сам избавился бы. И эти санкции, и эмбарго, и все остальное, уже устали люди жить в Иране в таком положении. Но как это будет делаться, я не знаю, абсолютно не представляю. Так, давайте еще комментарии почитаем. Алейкум салам, друзья, всех я вас приветствую, кто вновь вошел. Так, где у нас были комментарии? Сейчас мы найдем комментарии. Так, много вы успели здесь. Иран не дурак, за нашими стримами тоже смотрят. За нашими ты имеешь в виду наш на реалити, которые? Или в Казахстане у вас которые? Алейкум салам, Шамиль. Спасибо тебе, хороший человек, за право. Спасибо, Иремек Иван. Спасибо вам большое за поддержку. На канале. Предательство и продажность со всех народ и власть там разные. Да, ну, да, вполне возможно, Самир. Просто эти товарищи тоже интересные. Валейк салам, мистеру. Спасибо за поддержку, мистер. Поддерживаю вас, пишет мистер. Ичкерия никогда не будет есть Чеченская республика, говорит Кирилл Доронин. Кирилл, ну надо было это Ельцину своему говорить. Чего ж ты нам это говоришь? Когда в Кремле Ельцин
подписывал договор с Чеченской Республики Ичкерия. А как известно, что написано топором, что написано пером, не вырубишь топором. Правильно? А так, скорее всего, Кирилл, не будет России. Не будет России. Так. РФ рано или поздно развалится на многие государства. Я думаю, да. Я думаю, за то, что сейчас Путин не согласился, ФСБ не согласились подписать перемирие, я думаю, Русня будет развалена. Несостоявшаяся фашистская Российская так называемая федерация канет у лету. Трамп сегодня написал твит у себя на странице, в котором выразил поддержку Марии Ле Пен. В соцсетях он выглядит глашатаем российских нарративов в публичных сетях. СЦ. Да, совершенно верно, абсолютно с тобой согласен. Выглядит, на первый взгляд, именно так. Но на самом деле, знаешь, что мне кажется? Вот по действиям, которые предпринимаются, вот, например, я могу по Германии сказать, они здесь поддержали АФД, она заняла, по-моему, там 2-е или 3-е, 4-е место. Ну, вырвалась вперед, так скажем. Из маргиналов фактически стали такими, такой уже мощной силой они становятся. Знаешь, что я могу сказать по этому поводу? Вот из наблюдения то, что здесь проходит. Я работаю на стройке и работаю с людьми среднего класса, скажем так, если так можно сказать. И я со всеми немцами общаюсь на эту тему, и все немцы мне сказали, что они поддерживают АФД. Они поддержали тогда, он скинул, помните, руку, Илон Маск, и поддержал АФД тогда. Люди, электорат есть, избиратели есть, а денег нет. Почему нет? Потому что национализм и правый толк считается чем-то ужасным и страшным в Германии. И одновременно с этим есть огромное количество людей, чьи мнения просто не учитываются. И простым людям надоело просто смотреть на то, что Меркель, которая как бы она за демократов, как бы она такая вся крутая, заигрывает с Путиным. Шрёдеризация, да, всем известный термин. Шрёдер, например, работает Газпром. Много чего. Те же мигранты, в огромном количестве здесь находятся мигранты. И эти мигранты раздражают, занимают рабочие места, и много-много моментов, которые мы все знаем. И понять можно, это не национализм и не нацизм. Если немцу не нравится немец, за то, что он его там рабочие места занимает, в силу каких-то там причин, обстоятельств, это не значит, что он нацист, правильно? Если же ему не нравится мигрант, не потому, что он там говорит на другом языке или цвет кожи у него другой, а просто ему не нравится, потому что неправильно ведет с политикой, слишком много людей, не проверяя, сюда запускают. И вот в таком случае у этого человека возникает реакция. Я не говорю, правильно это или неправильно, хорошо или плохо. Я говорю, что такая реакция бывает у людей просто. И знаешь, что я заметил, СЦ? Что за это время, как Маск поддержал АФД, конечно, многим Маск не понравился, у него акции на Теслу упали, все такое. Трампа все многие не любить стали. Но я могу сказать, что политическое поле в Германии зашевелилось, скажем так, забетонированное людьми, кланами, группами, которые дружили с Путиным, дружили с Америкой, и там у них все нормально было, они не давали другим туда пройти. Сейчас же
из-за того, что АФД поднялась голос, репутация поднялась. Я не поддерживаю АФД, чтобы было понимание. Абсолютно не поддерживаю. Но я могу объяснить, почему это делается. Сегодня Ле Пену дали, вчера, позавчера, когда у него был суд, дали 4 года. 2 года там какой-то испытательный там и 2 года с браслетом на ноге. Она даже в тюрьму не сядет. А это та самая Ле Пен, которая абсолютно у меня не вызывает никаких симпатий. И на 5 лет она не может заниматься политической разной деятельностью. Но она была связана с Путиным там, и так далее. Более того, у меня есть все основания, хотя я уже сомневаюсь, конечно, Путин вполне мог подставить эту всю тему, чтобы Ле Пен выглядела так, как будто это теракты. Помните, я рассказывал взрыв футбольной команды Дортмунд-Боруссия. Так вот, этот футбольный матч должен был состояться в этот день с Монако, с французским Монако. На этот матч с французским Монако и Дортмунд-Боруссия, немецкой футбольной командой, должна была прийти Ле Пен и там сказать свою речь. До этого, очень важный момент, обратите внимание. Мне, кстати говоря, эту идею, информацию о том, что Ле Пен должна была выступить на стадионе, где должна была сыграть Монако и Дортмунд-Боруссия, подкинул один человек, которого я абсолютно не знаю. Он мне со мной связывался, делился информацией и так далее. Может, он сам накопал эту информацию, может, его кто-то надоумил, как он надоумил меня. Потом Ле Пен прилетала в Москву. Когда Ле Пен прилетела в Москву, видимо, за деньгами или еще по какой-то причине, в Чеченской Республике в Наурском районе произошло нападение на Росгвардию. И тогда Путин сказал, когда с ней встретился, что вот, на нас тоже нападают и так далее. Фактически он с ней обсудил борьбу с терроризмом. А потом произошло нападение на Дортмунд-Боруссия, на футбольную команду Дортмунд-Боруссия. Что-то из них вперед позже произошло. По-моему, Дортмунд-Боруссия произошло позже. И таким вот образом, в моем понимании, Ле Пен связалась с терактами. Что могло быть не так на самом деле? Понимаете, что могло быть совсем не так. Потому что один из тех, кто участвовал, вернее, должен был быть убитым в Наурском районе при нападении на Росгвардию, где тогда было убито 6, это, по-моему, 16 или 17 год. Один из этих людей у меня здесь, мне самому рассказывал под запись, как его зовут, в Лондоне живет блогер один. Вот этот блогер, который живет в Лондоне, которому мои друзья Дима Бимбан, другие люди из Англии, из Канады помогали перебраться туда, в Лондон, очень подозрительный человек. И перед тем, как выехать в Европу, странно, очень странно, конечно, это звучало, ему мент подошел и сказал, что если вы не уедете, вас всех убьют. И случайно у него только оказался загранпаспорт, и он уехал. Все остальные были убиты. Понимаете, да? Это вот нападение на узком районе, якобы нападение на узком районе, где были убиты 6 человек. Вот такая вот была интересная ситуация. И этот человек, мне как и тот человек, рассказал о том, что приезжала Ле Пен. И тоже намекал мне, что мне нужно сказать об этом. И я об этом говорил. Поэтому я немножко пересмотрю свои отношения в отношении Ле Пен, свое видение этой ситуации. Поэтому теперь я уже немножко сомневаюсь. Вот такая вот история получилась. Поэтому я считаю, что таким вот образом, поддерживая Ле Пен, которая уже 5 лет не может участвовать ни в президентских выборах, нигде, 4 года ей дали срок,
домашний арест, я так полагаю. И 5 лет она не может занимать никакие посты. То есть фактически она вышла из гонки, и больше она уже не будет. Другие люди сейчас будут лидерами и так далее. Уже появились лидеры во Франции националистического правого толка и так далее. Также я могу сказать, что ничего хорошего в том, что подъем националистов, я в этом тоже не вижу. Я не вижу. Но то, что болото, политическое болото Европы таким образом пытаются раскачать, Трамп и Маск, ну, это можно констатировать, на мой взгляд. Хорошо или плохо? То, что нацисты придут к власти, плохо. Националисты умеренные, ну ничего страшного. Это их страна, пусть делают. Главное, чтобы они нас в печах не сжигали. И вот самое главное, ну неизвестно, дойдет ли, рецидив будет или нет. Мы этого гарантировать не можем. Да? Это тоже, конечно, опасно. Поэтому вот как-то так я вижу. И это не российские нарративы. Не российские. Это их американские нарративы, на мой взгляд. Чуть медь или медь, да. Так, сейчас я отвечу. Убрал СЦ, хорошо, тогда пойдем по порядку. Я просто увидел, что ты комментарий написал, я хотел тебя ответить. Так, сейчас. Русская империя – это политический проект и образование, а не этнос. Да, совершенно верно. Салам всем, салам. Hello, where are you from? I'm from in Chechnya, Chechnya Republic of Ichkeria. I live in Deutschland. Путин к этому идет, развалит РФ, будет тебе Республика Россия. Да, это он тому русскому, который говорит, что у него нет русской республики. Очень глубокие рассуждения. Салам алейкум из Японии. Валейк салам, ниндзя. Валейк салам, Япония. Каспер, всем Христос воскрес. Кстати, если сегодня, нет, завтра, по-моему, да, Рождество. Или что, Пасха. Я поздравляю, друзья. Поздравляю всех причастных, всех христиан. Поздравляю с этим праздником. Если он завтра, конечно. Ираном правили тюрки более 900 лет. Не знаю. Так, это грязный народ. Каспер, не бывает грязных народов. Не бывает грязных народов. Я думаю, что Иран будут бомбить, а после втянут Европу в войну с Россией, и все золото потечет в Штаты, как во Вторую мировую. Как ты думаешь? Бомбить, скорее всего, будут, его иногда Израиль подбамбливает. Втянут ли Европу в войну с Россией, тоже вполне возможно. Да, вполне возможно. Потечет ли золото в Штаты? Ну, не знаю, потечет оно туда или нет. Я знаю, что тот сценарий, который ты говоришь, вполне вероятен. Вполне вероятен. Так, ассаламу алейкум, Асан, ты хочешь стать президентом? Алейкум салам. Ты это утверждаешь, я так понимаю, вопросительного знака я там не увидел.
Так, салам всем свободным людям, салам, брат Асан. Валейк салам, Эд. Приветствую тебя, дорогой. Где сейчас Кунта Хаджи, говорит Саша Кринж. Саша Кринж, знаешь, и есть такое поверье, что Кунта Хаджи живой, вот ему должно быть там за 200-300 лет, 200 точно, может быть 250, и он где-то ходит и проповедует, и как бы якобы, и что он как бы бессмертный, не умирает и так далее. Но на самом деле, как и миф о том, что Кунта Хаджи где-то живой ходит и проповедует, и не пользуется социальными сетями, чтобы выйти с нами на связь, это точная копия шиитской религиозной догмы, где потомок Али, прямой потомок, его внук, по-моему, или правнук, пропал, видимо, его убили или что-то с ним произошло, и кто-то другой захватил его место. И с тех пор вот этот аятолла, сегодняшние аятоллы, себя именуют теми, кто хранит это место. Аятолла, по-моему, так и переводится, хранящий трон, что ли, или место хранящий там и так далее. И вот этот внук Али или правнук Али, он жив, и он где-то проповедует. Вот что говорит шиизм. Вот что говорят вот эти аятоллы и всякие другие. Вот по этим же лекалам в Чеченской республике Ичкерия суннизм превращается в шиизм. Это их история. Оттуда это появилось и на Кунта Хаджи. И это нужно было кому-то сказать. Религиозные деятели это не говорят, потому что у них нет такой задачи. Никто эту тему не обсуждает. Почему говорят Кунта Хаджи живой? Хотя в Коране написано, все, чему дана жизнь, в конечном итоге будет жизнь закончена. Ну, приблизительно, я смысловую цитату даю этому. Поэтому вот и много таких вещей. Например, вот вы, когда месяц Рамадан начинается, вы все чеченцы особенно это знают, что у нас бардак начинается. Когда начнется, когда Рамадан начинается. Хотя все это уже просчитано, лунный календарь уже расписан на весь год, как и григорианский календарь. И все прекрасно знают, когда начинается месяц Рамадан. Он идет по порядку. Иногда бывает, как мы знаем, раз в 4 года бывает высокосный год, потому что в году 365 дней и 6 часов. Понимаете? И потом это все объединяется, чтобы потом высокосный год, раз в 4 года сделать 29 дней. Вот точно так же и в лунном бывает немножко отклонения, но не часто и не так много, чтобы каждый год мы постоянно ждали, чтобы сказал нам аятолла или его представитель, когда начинается. И этим они еще показывают, что мы контролируем эту умму, вот эту паству. Таким вот образом, когда они не дают нам подготовиться к Рамадану, и они нам говорят, вот, подождите, сейчас нам скажут. И потом, о, да, сказали. И это тоже шиитская тема. И очень много, если бы у нас были бы независимые религиозные, духовные лидеры, люди, которые изучают ислам, изучают религию и пытаются проповедовать ее среди нас, они бы докопались бы до этой истории. И про Кунта Хаджи, откуда взялась эта идея, что он где-то ходит и не возвращается. Это чисто шиитская тема. И про то, что Рамадан нужно ждать, пока там ФСБшный поп или мулла, можно его так назвать, нам скажет, когда нам можно приступать. Сегодня это будет или завтра. Месяц Рамадан сегодня заканчивается или завтра. Вот это все идет из шиизма. Точнее, даже не из шиизма, а идет от тех, кто нам рассказывает о шиизме. Потому что шиизм может быть совсем другой.
Нам вот человек рассказывает. А что он там говорит, Бог его знает. Мы же не знаем, правду он говорит или что-то сам выдумывает. Ну и так далее. Как-то так, друзья, по поводу Кунта Хаджи. Где он? Я думаю, Кунта Хаджи пленен русскими оккупантами, фашистами и увезен и убит. Убит. Замучен, запытан и убит. Вот что я думаю. Как обычно русские это и делали. Всегда в истории против нас, против нашего народа и наших думающих людей. Базовое требование Путина, заявление на переговорах в Аравии. Было все 4 записанные в Российской Конституции области Украины целиком, если непосредственно не под контролем России. Но этого не будет никогда, на мой взгляд, СЦ. Никогда. Полное восстановление, в том числе Крыма, Луганска, Донецка, пока не произойдет этого, Америка не может считать, что она победила. И она не считает так. Ее президенты и в документах везде это так много рассказано. И сейчас мы видим, что никогда они не согласятся. На мой взгляд, я могу ошибаться. Может, я их слишком идеализирую, может, я их вообще не знаю. Я на английском говорю еле-еле. Поэтому я их прессу не читаю, только немножко. Поэтому могу ошибаться, но я считаю так. God bless America, скажу я так. И Трампом восхищаюсь. Мне кажется, ну и не только Трамп, конечно, там, это только верхушка айсберга, но собрать команду и заставить эту команду работать как швейцарские часы, ну это нужно иметь талант. И я думаю, американцы имеют этот талант, и Трамп лично. Как-то так. Салам, Аслан, всегда рад твоему стриму. Салам, Дим, шалам алейкум, дорогой. Ам Израиль хай. Так, непосредственно не под контролем России, да, дальше здесь. Ну, то, как демилитаризованная зона, в которой нет украинского войска, Трамп отказал. Ну, не знаю я. Посмотрим. Вечная слава великому сыну свободной Ичкерии Джохару Дудаеву. Амин, амин, Захар, спасибо большое. И Степану Бандере тоже. Всем им вечная память. И им, и всем нашим лучшим сыновьям и дочерям наших народов, которые отдали жизнь не ради грабежа, не ради личной наживы, а ради своего народа, будущего своего, ради идеалов свободы, ради идеи свободы. Это достойно уважения. Вечная им всем память. Мир, здоровья, процветания народу Ичкерии, свободу от русских оккупантов. Амин, амин. И украинскому тоже, Иван. И украинскому тоже. И всем народам, и грузинскому, всем народам. Добрый день. Часто натыкаюсь на вашу видеотрансляцию. Я сам с Кавказа и живу давно в Европе. Скажите, пожалуйста, почему вы вините русских, если в Кремле сидят одни евреи, тот же Ельцин? Вы все боитесь? Антонио, добрый день. Ну, во-первых, если бы я боялся, я бы, наверное, тут не сидел бы. Если бы были бы евреи виноваты, я бы сказал бы и про евреев сказал бы, и про кого угодно сказал бы. Говорю про русских, про чеченцев, которые виноваты, убивают чеченцев, не стесняясь и не ограничивая себя. Нет ни одного факта, что Ельцин был евреем, так, на минутку.
Но при всем при этом, скажи мне, кто такой Путин? Он тоже еврей? А кто такой Патрушев? А кто такой Беседа? А кто такой и многие-многие-многие, кто принимает на самом деле решения? Ельцин в последнее время их вообще не принимал, а изначально он, как Навальный, управлялся и велся российскими спецслужбами, русскими спецслужбами. Я понимаю, что вам хотелось бы переложить вину на других. Я понимаю. Но знаешь, евреи не бомбили нас, Израиль не улетал бомбить нас. Евреи не устраивали нам концлагеря и не уничтожали нас, не распиливали, сжигали, взрывали, распыляли у вас это называлось. Вы очень подлые и ничтожные люди, если после того, как вас обвиняют в преступлениях, которые открыто вами, с гордостью, бия грудью, кулаком в грудь совершали. Как вы хвастались, как вы восхищались русским оружием, как вы восхищались уничтоженным чеченским женщинам, чеченским уничтоженным детям, как вы этим восхищались. А теперь, когда отвечать надо, и кто-то начал говорить о ваших преступлениях, у вас во всем евреи виноваты. Знаешь, вы точно так же все на нас сваливаете, чеченцев. У вас во всем виноваты были чеченцы. Сейчас вам чеченцы и другие кавказцы, и мусульмане в частности, как и во время Второй мировой войны, как во время Афганистана, против войны в Афганистане, вам сейчас нужны чеченцы, мусульмане, которые к смерти относятся немножко по-философски, да и кавказцы, воины неплохие всегда были. Вам нужны мясо, пушечное мясо. Сейчас вы не можете сказать, что это были чеченцы, мусульмане. Сейчас вы говорите евреи. И у вас на территории вашей фашистской, Богом проклятой стране начинается махровый антисемитизм, который давно не был там. А сейчас он разогревается, причем глубинно разогревается. Глубинно я вижу там, в чеченском обществе, в русском обществе. Везде я вижу, как вы нагнетаете. И на чеченском, и на других языках. И, конечно же, на русском, русский. Причем вы это обосновываете, что евреи это людоеды, убийцы. И вашей вины никакой нет. Вашей абсолютно нет. Самые святые люди это русские. А евреи, которые исполняют... А ты знаешь, что, кстати, там есть евреи. Я не отрицаю, что там нет евреев. Это было бы неправильно. А если бы я говорил бы, что там нет евреев. Да, есть. И есть люди, которые называют себя евреями. Но, знаешь, единственный еврей на моей памяти, поэтому он еврей, остальные не евреи. Для меня они уже не евреи. Они могут быть врагами чеченцев, они могут ненавидеть чеченцев, мусульман ненавидеть, что угодно делать. Но они останутся евреями, если они будут за евреев, за свою нацию, за свой народ. Так вот, после 7 октября, когда было убито 1200 ни в чем не повинных, почти полностью невооруженных людей, женщин, детей, стариков, один Сатановский только из евреев на России выступил с этим. Больше евреев я там больше не знаю. Понимаешь? Может быть, они этнически когда-то были евреями и так далее. А большинство из них такие же, выдуманные, фейковые евреи. Да, где-то там был когда-то. Да так ты уже обрусел полностью. Кто такой Владислав Сурков? Его любят называть Асламбек Дудаев. Там еще как-то. Его настоящее имя Асламбек Дудаев. Но он абсолютно не чеченец. Это русский. Самый настоящий русский. Но этот грамотный, хотя русская там такой, обрусевший такой чечен. А Кадыров Рамзан, это тоже русский. У него и папа, и мама не русские. Он по-русски еле говорит. 100% русский. Политически русский. Поэтому мне не важно, какой национальности, какие люди вокруг КГБ или исполняют за деньги или за идею приказы КГБ, ФСБ, который является русским. Понимаете? Который является русским. Неважно их национальность. Неважно. Да, неприятно, когда кавказцы прислуживают. Очень неприятно. Так, смотреть на это. Противно просто. Брезгливо.
Ну, а так, ну что ж, Русская империя, несуществующая нация с несуществующим искусственным языком, с несостоявшимся государством, пытается взвалить все свои кровавые преступления, совершенные в том числе против так называемых русских, которых убили больше всего. В процентном соотношении нас ингушами убили больше всего, и черкесов. А в количественном отношении, так как было больше, убили у самих русских. И вы хотите сказать, это делают все евреи. Так, считайте, здесь было слово из нескольких связующих мата. Вы что делаете, русские? Куда вы все время глядели? За вас тут евреи, чечены, все, кому не лень, тут действуют. А вы где? У вас что, нет, что ли? Как-то так. Так. Была Московия и сдохла, была Русская империя, накрылась. Был Советский Союз, развалился, так и будет с Рашей Парашей. Захар, твои уста да Богу уши, как говорится. Всем отмыться от холерной России. Она цепляется за все, нет чести и стыда, Россия в крови. Да, по самую макушку. Мигрант против мигрантов, это смешно. Нет, Басмач, я не против мигрантов, категорически. Я не против мигрантов. Я за то, чтобы учитывалось мнение немцев, проживающих здесь. Не потому, что я хочу сам попасть под раздачу и чтобы меня там выдворили из страны. Ни в коем случае. Я хочу, чтобы мнение большого количества немцев по справедливости учитывалось. Даже если это в какой-то степени мне не нравится. Вот такая вот она справедливость, понимаешь? Даже если тебе не угодно это что-то, ты должен это признать. Я категорически против того, чтобы сжигали людей в печах, там были нацисты ходили тут как по Москве. Я против этого. Но я должен понимать, что АФД, которая заняла нишу, где другие уже не интересуются, она полностью игнорируется. А это большая прослойка немецкого общества. И я за то, чтобы они были услышаны. Это отличные люди, я с ними работаю, я с ними общаюсь. Это отличные ребята, отличные люди. Поэтому их мнение должно быть учитываться. Если же пойдет так, что меня будут отсюда депортировать за то, что всех нужно депортировать. Ну что ж, я согласен и с этим. Ну ничего, я буду ссылаться на международные нормы, которые Германия приняла, и что у меня есть все основания находиться. Я за то, чтобы без разбора всех подряд не привлекали, не впускали в Германию, я хочу. Кстати говоря, в первую очередь я бы хотел, чтобы связанных с Россией беженцев сюда не пускали. Чеченцы не имеют отношения никакого, кстати говоря, чтобы было понятно, к России. Мы оккупированная страна. Так. Клим Чугункин, стань на колени и извинись. Клим, я рад, что ты смотришь мои стримы. И рад, что мое предложение, что русские должны все, ну, руководство хотя бы России, должно встать на колени перед чеченским народом по христианской традиции и попросить у нас прощения, ты услышал. Я рад, что ты это услышал. И пока этого не произойдет, мы вас прощать не будем. Как в Америке относятся к чеченцам? В Америке относятся ко всем очень хорошо. Чеченцы здесь занимают, ну, наверное, самую
последнюю позицию в количестве находящихся в Америке. Поэтому это никак они не думают, они просто ко всем хорошо относятся. Ты в Бельгии на пособиях сидишь? Нет, Санта-Клаус, нет, не на пособии. ФСБ – главный спонсор терроризма в мире. Он и архитектор, и спонсор, и непосредственный исполнитель этих террористических актов. Ой, я смотрю, тут все обиделись. Ой. Так, подождите, тут много комментариев. Мы все видели, как Трамп разворошил большой наглый улей. У нас тоже все сполошились. С РФ, я думаю, ты прав. Присоединяюсь к твоим высказываниям. Спасибо, спасибо, дорогой. Да, улей разворошил, конечно, не по-детски. Вообще, конечно, вообще, мне кажется, сейчас кажется, что да, что-то ужасное происходит. На самом деле, мне кажется, мы придем к такому верному, логическому завершению вот этой всей темы. Аслан, ты прав, такая пропаганда против евреев среди мусульман СНГ. Даже хадис приведут якобы достоверны. Не наступит судный день, пока мусульмане не сразятся с людьми, и мусульмане их уничтожат. Такие хадисы приводят, да? О, Машу Оля. Да, конечно, сейчас это начинается. Конечно, хадисы будут, толкователи будут, все это будет. Но ни один толкователь, смотрите, обратите внимание, я не являюсь религиозным деятелем. Я глубоко религии годами жизни не посвящал этому всему. Но я знаю, что то, что они рассказывают, что Кунта Хаджи где-то ходит, это чисто шиитская тема. За все это время ни один критик вот этого духовного управления мусульман, где они зикр и вот это все критикуют, ни один из них этого не говорил. Я не слышал, по крайней мере. Обратите внимание. Когда началась война в Сирии, уровень... Почему? Потому что вот эти салафиты, так называемые, они тоже их проект. Им не выгодно ругать, им выгодно говорить, что зикр это неправильно, еще что-то высмеивать. Почему? Таким образом они молодежь настраивают против старшего поколения, которое вот то, что им рассказывают сейчас, молодежь вот это КГБшным сказкам верит, а старые уже не верят. И вот им, они свои придерживаются тому, что всю свою жизнь исповедовали. И молодежи этим настраивают. Ролики, помните, зикр делать так, зикр делать так. Ни один из этих салафитских я не видел нигде, чтобы они смеются, что Кунта Хаджи умер давно, его не существует и так далее. Но никто не говорит, что это шиитская традиция. Чисто их религиозная шиитская традиция. Уровень знания вот этих деятелей религии я понял, когда война началась в Сирии, и когда уже она шла, и у них появился вот этот, тогда он назывался ИГИЛ, нет,
ИГИ он назывался, по-моему, Исламское государство Ирака, потом уже они Леванта добавили, по-моему. В самом начале, короче говоря, когда вот эта банда, проект Москвы появился на Ближнем Востоке, и они начали убивать мусульман. И все мусульмане, которые сражались против Башара Асада, были в шоке. Как это так? Мы тут, короче, воюем, все тут заодно, а тут нас со спины жен похищали, жен убивали, командиров, ну и так далее, и так далее. И тогда мусульмане собрались и объявили им тогда, вынесли им фетву, вот этим радикалам. И в первый раз в моей памяти они их назвали хавариджи, то есть радикалы, экстремистами их назвали. За все это время русские называли ваххабистом, как угодно, радикалом, только, но слово хаваридж, именно религиозный мусульманский термин, я не слышал из их уст. Я и раньше этого термина не слышал. Я его услышал только там. И потом все на России во временно оккупированной Чечении подхватили хавариджи, хавариджи. И все, кто против них, это хавариджи. А до этого это был ваххабист, это был еще кто-то, но никак не хаваридж. И потом они начали убирать термин ваххабизм. Понимаете? Причем мы все называли ваххабизм. Я почему-то удивился, когда я начал говорить ваххабизм, когда стримы начал, и мне начали не говорить так. Я просто эту немножко волну оставил, эту линию ихнюю, и не интересовался особо. Поэтому я не знал всех нюансов. Оказывается, их давно уже переделали с ваххабистов, что ваххабизм это не плохое слово, его говорить нельзя. Это салафисты. Это уже нормальные люди. А вот хавариджи, вот это уже плохие люди. Главное не запутаться вот этих всех терминологий. Уровень их знаний и образования в этой области я сразу понял тогда, когда они начали это слово хаваридж использовать. А до этого не использовали. Вот такая вот тема. И про Кунта Хаджи дал, Геш Дуэльцун дал, Дейх Алуэлис, غزوة عدقل نوиз, غزوة Винуиз, غаз Кшдавиган. Он его чистый, он умер за веру, он умер за свой народ. Он убит русскими. Он, я думаю, не жив. Ну вот это оттуда идет эта тема. Потом, наверное, появится человек, наместник Кунта Хаджи. Какой-нибудь религиозный деятель будет на место Кунта Хаджи, как Иране, аятолла. И аятолла у них представляется как будто место-блюститель. Он охраняет его трон, пока тот не вернется. И как только он вернется, отдаст. Но он на его жизнь, он не вернется. Он это точно знает. Он передаст следующему своему там подельнику, и дальше они будут управлять народом посредством обмана через религию. Вот такая вот тема. И вот будут, да, сейчас я вижу, я об этом уже говорил, и еще надо об этом говорить, чтобы потом не было вот этих разных кривотолков, сюрпризов для нас, для всех, что сейчас именно антисемитизм накручивается. Антисемитизм. А среди еврейского общества и в целом вообще здесь на Западе антимусульманство накручивается. Вот так вот. Вот такая вот дилемма возникает. Так. Валайк салам, Шапи, Дагестан. Не говорите, откуда вы, друзья. Слава Украине. Героям слава, заказ. Героям слава. Также, я думаю, Трамп изучал работы Джохара Дудаева. Пруфы, пожалуйста, Эд. На чем строится твоя вот эта думка? На чем ты это строишь?
Лури Ходак. Свободу Ичкерии. Амин, амин. Спасибо, спасибо, друзья. Асан, почему вообще Россия напала на Украину? Причина не в НАТО же, на самом деле. Да, Эркин, я же много раз говорил. Ты, наверное, недавно начал нас смотреть, поэтому не знаешь. Я же об этом и недавно даже говорил. Это имперская война России, чтобы КГБ стали неодворянами, которыми они себя за последние 25 лет возомнили. И вот они до сих пор даже себя считают такими. Почему это? Хочу добавить сказанному. Идеология фашистской Российской Федерации КГБ не имеет никакого отношения к религии и к национальности. Кроме просто КГБ упекается на русизме. Да, это чистой воды русизм. Это их религия. Новая религия у них. Путин воплощает в жизнь желания русских, поэтому у него большая поддержка среди населения и поддержка захватнической террористической войны. Гаджубей, да, отчасти вы правы. Русские поддерживали эту войну, русские сходили с ума из-за этой пропаганды. И это все было, без сомнения, абсолютно 100%. Ну, дело в том, что этому помогали все. Все помогали, весь мир им помогал стать такими. Их одобряли, их не останавливали. Геноцид чеченского народа происходил практически, не как сейчас, конечно, в прямом эфире, но практически в прямом эфире. Все видели, все знали, что особенно Вторая русско-чеченская война или пятая агрессия в новейшей истории против Чеченской республики Ичкерия, совершенная фашистской Россией, была осуществлена после взрывов своих же жилых домов, своих же россиян, русскими спецслужбами, которые по Конституции, по закону обязаны защищать этих людей. Они их взорвали, они их убили, женщин, детей, 307 человек они убили. Только в жилых домах. А были взрывы автобусов, троллейбусов, там, электричек и так далее, вокзалов и так далее. И это все делали российские спецслужбы. Понимаете? Они вот таким вот образом, и все знали, и западные спецслужбы знали, может, не все политики знали. В итоге все принимали участие, принимали дары от России, чтобы не особо ее критиковать. И вот мы пришли к тому, к чему пришли. Да, к большому сожалению. И русские посчитали, что они на самом деле, да, им можно убивать, им за это ничего не будет. И поэтому такая группа большая ломанулась в Грузию, когда началось. Уже в Чечне уже было практически все подавлено. И Украину, соответственно. Если на журнале Times английской Путина публиковали как самого выдающегося или самого влиятельного человека. Представьте себе. Он совершает геноцид, а английский журнал его на главной странице публикует. Вот такая вот эта жизнь. Слава Ичкерии, героям слава, Алекс, героям слава, слава Украине. Ассаламу алейкум, мое почтение, Асан, эфир Беркета, хуль, Сош, рад видеть в здравом уме и расположении духа. Ва алейкум ассалам, КМС,
Машволь. Дерейсхуль. Взаимно, взаимно. Видеть не могу, но читать могу, да. Как ты думаешь, Путлер сдохнет в этом году? Рыцарь, я в прошлом году поставил 300 евро и в начале этого и проиграл, да. Поэтому не могу сказать, в этом году он сдохнет или когда. Так, не успеваю, тут много пишете. Сейчас, подождите, этих отключу. Тролли здесь очень активные. Постоянно хотят поинтересоваться моим положением. Вот я с вас удивляюсь. Да. Я уже запутался, подождите здесь сейчас. Давайте я перемотаю, друзья, потому что много комментариев, и буду снизу вверх идти, потому что много троллей здесь мне тут набросали, и тут найти комментарий нормальный, чтобы... Привет вам, Харьков сегодня был в огне, мой район. Россия бьет по мирным, ничего не стыдясь. Да, Лен, это тоже, кстати говоря, я вначале хотел об этом сказать, потом отвлекся. Кстати, по поводу перемирия, переговоров, это тоже ложится в одну канву о том, что не собираются они перемирие устраивать и собираются дальше убивать людей. Я думаю, не получится у Трампа остановить на месяц войну. К большому сожалению, вначале мне казалось, что что-то может быть, будет, но я думаю, эти надежды улетучиваются с каждым днем. Вообще нравится мне, когда Петровы, там разные Ярославы пекутся о мусульманах. Где же вы были, мать вашу, когда ваш Путин говорил, что если надо, с Аллахом он будет воевать? Когда он истреблял весь чеченский народ. Где вы были тогда? Или когда грузины истребляли, или сейчас, когда украинцев. Где вы все были-то? Чего вы так за палестинцев, за арабов Палестины так беспокоитесь? Ваших бьют. Так вы и заступаетесь за них. Мы при чем? Это же ваши.
Ваши друзья, ваши союзники, там вашего Путина портреты везде в секторе Газа висят. Представители этого Хамас приезжают, деньги, инструкции получают у ваших. Это ваши, мы при чем? Нам они отношения не имеют. Вон недавно митинг был против Хамас в секторе Газа местным населением. Правда, немножко запоздалым, но наконец-то начало доходить до них. И давно пора было, чтобы до них дошло. Не было канала реалити, который разобрался бы в этом и объяснил бы им, к сожалению. Но теперь есть канал реалити, и я думаю, до них тоже дойдет. Правда, я говорю не на арабском, но я думаю, найдется араб, который им все это переведет. Мне хоть исламский мир не очень-то и нравится, но я бы с вами пошел рашистов гребаных стукать с удовольствием. Никита, говорит Домосед. Спасибо вам за доверие, Никита. Спасибо вам. А что вы подразумеваете под исламским миром? Да, есть мусульмане, как христиане, иудеи, буддисты и многие другие на этой земле. Но что значит мир, исламский мир? Есть ли христианский мир? Я считаю, его нету. Даже есть Папа Римский, но я не считаю, что есть христианский мир. Я не считаю, что есть исламский мир. Есть мусульмане, живущие в разных странах. Но и как и христиане, и мусульмане, все разобщены. А когда англичане и немцы воевали, или французы и немцы воевали, это христианский мир друг с другом воевал? Нет. Воевали страны, воевали интересы, вернее, руководство этих стран воевало. Войны народы не начинают, как правильно говорит Ахьяд Эдигов. Войны начинают власть этих народов. Понимаете? В этом понимании нету того мира, про который вы говорите. Нет, его не существует. Есть мусульмане, ну да, представляют, что есть какие-то там угрозы, есть какая-то там, что объединяться, может реально есть угроза. Просто я не представляю, как это с огромным количеством течений. Мне кажется, больше это паразитирование этой темой, спекулирование этой темой для достижения своих узких клановых, государственных, национальных интересов. Там, обвинить мусульман во всем, мусульманский мир, шииты и сунниты, разве мусульманский мир? Они веками друг друга ненавидят. Ну, хотя и сосуществуют, и воевали друг с другом. Ну и так далее, и так далее. Католики, протестанты, например, то же самое. Как-то так. Как-то так. Но это большой обман. Знаешь, я как чеченец, который вот эту пропаганду, которому навязывали, я тебе скажу, что исламский мир, который нам навязывали, он нас ввел в большое заблуждение. Тот же Зелимхан Яндарбиев, наш президент, умнейший человек, как о нем говорят его товарищи, его знакомые при жизни. Он был умнейшим человеком. Он поехал искать поддержку арабский мир, мусульманский мир. И там он не нашел. И он сказал, нет, здесь нету того, что вы говорите. Он сам лично все полазил, обходил. Тогда шел геноцид чеченского народа. И он сказал, я вам должен помочь. Я тут вижу ситуацию, что не там, где геноцид идет, я вам должен помогать. Понимаете? Вот как-то так. А зато как преподносится, угроза, исламская угроза. Говорят, вся Европа станет мусульманской и так далее, и так далее. Не станет вся Европа мусульманской. Ближайшие 20 это чисто русская пропаганда или еще чья-то. Но ни в коем случае я здесь не вижу, что кто-то хочет стать мусульманином. Да, ты остаешься этническим мусульманином, да, кто-то там соблюдает свои обряды. Но в основном клубы, кабаки, рестораны, жениться на местных, это все как бы очень распространено. Переходить в религию, христианство, это тоже не так массово распространено, но тоже имеет место быть. Поэтому никто здесь не собирается никого здесь делать таким-сяким. Минимум 100 лет для этого потребуется. Если будет
единая программа, стратегия, какой-то головной центр, который будет этим заниматься. А так, что вот я, например, решил, чтобы сделать вокруг себя всех мусульманами, и так же, как я, решили еще другие мусульмане. Это нет, этого близко нет. Это все страхи, чтобы управлять уже не мусульманами, чтобы их направлять в нужное им место. Против мусульман не обязательно. Конкретно можно кого угодно. Раньше евреи были, сейчас чеченцы, сейчас мусульмане появляются. Ну и вот такая вот политика. А мы, простые люди, должны за это страдать. Ненавидеть кого-то или видеть кого-то. Вот как-то так. Да, Евген, я в Германии. Ну, спасибо, Никит, все равно тебе скажу. Спасибо за доверие, что ты со мной пойдешь в атаку, да, в разведку, или куда мы с тобой пойдем. Рашистов гребаных стукать с удовольствием. Стукать? Что значит стукать? Ты, наверное, завуалировал, да? Что мы с ними будем делать с тобой? Хорошо, будем молотком стучать, а не стукать. Короче, возможен ли скоро мировой голод, как думаешь? Не знаю, не знаю. Ну, с учетом того, что каждые страны имеют там неприкосновенный запас, стратегический запас, с учетом того, что сейчас сельское хозяйство достигло такого уровня, что мы можем прокормиться при минимальных затратах и быстро еду организовать. Я думаю, массового голода не будет, не грозит. Я не думаю. Ну, в африканских странах, неразвитых странах он может быть, он и есть. Фактически в мире много людей не доедают на сегодняшний день. В отвратительных условиях люди живут. Вы можете просто посмотреть на разные тиктоки с Африки, которые люди делают. И те фоны, и те жилища, в которых эти люди живут. Это не единичные, разные там будут. Смотришь, но это просто очень печально, я вам скажу. Поэтому голода такого массового, может быть, не будет, но может экономическая ситуация ухудшиться может вполне. Ну, сейчас, я думаю, с действиями Трампа в Америке, вводом новых пошлин, это будет лихорадить экономику и будет на самых слабых сказываться, в первую очередь на слабых. А потом уже, как говорится, пока толстый худеет, худой помрет. Вот как-то так. Русская церковь поддерживает войну. Патриарх Московский назвал войну против Украины священной войной. Хотя одна из главных заповедей — не убей. Так что пусть идут к черту с таким христианством. Гаджу говорит, нету там никакого христианства. Нету. Советский Союз, они выдумали свою религию. Они все религии зачистили на территории российской имперской территории и создали свою религию, свою отдельную. Вот. А Бог у них фараон, лежащий на Красной площади Ленин. Именно поэтому вроде коммунистов нету, вроде бы столько людей убил, всем известно, что благодаря этому Ленину много-много людей погибло. Он лежит у него до сих пор на Красной площади. И никто его не убирает. И не собираются, и не поднимают этот вопрос. А хотя вроде строй изменился, коммунистов уже нет, уже вроде бы эти все демократы, а нет. А дело в том, что это их Бог, он их покровитель, он их спасает, они ему молятся. Наверное, может быть, там ему там к мощам его прикладываются, иконки разные там из него. Своя религия. Христианству русская православная церковь
100%, не 99%, 99 сотых, а 100% не имеет никакого отношения, кроме внешней вот этой атрибутики, не имеет отношения к христианству, как таковой, как и на России русская православная церковь, вот это то, что там есть староверы, есть там другие третьи, которые сохранили христианство. А вот то, что вот духовное управление мусульман и православие ими, не то, которое в Болгарии, Украине, а которое у них там, на мой взгляд, это не является никаким христианством. На мой взгляд, абсолютно ничего общего. Ассаламу алейкум. Если много времени не займет, можно позицию по ситуации в секторе Газа, лицемерны сейчас публикации наши братья, которые 30 лет назад свои города узнать не могли после ударов, говорит. Унатурал борн, говорит. Алейкум ассалам, унатурал борн. Да. Я отсылаю тебя ко всем моим стримам, которые были до этого, да. Православие – это вуду, культ демонов и сатанизма. Я думаю, это чистой воды сатанизм, который они на России, КГБ делает. Не само православие, как христианство, которое имеет место на существование, которое существует, как и католицизм, и протестантизм. Также и православие существует. Но в целом, я считаю, что на России духовная или русская православная церковь ничего общего с христианством не имеет. Баркалоша, пожалуйста, Евгений, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, видишь, еще один, да. Джосо Сейп. Ты знаешь, что Израиль это и есть Палестина? Ты знаешь это? Вот, брат мусульманин пришел, брат мусульманин. Машаллах. Он фамилию начальника ГУР Украины писал и не дописал ее. Вот такой вот, да. Машаллах, брат мусульман, машаллах. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Этого Джосо тоже забань, пожалуйста, Аслан Моментс, если не сложно, чтобы не видеть. Не, вот этот предпоследний, Джосо Сайп называется. Вот, данкишон. Спасибо. Баркал. Так, друзья, на этом я свой стрим закончу. Я завтра вас уведомляю, на русском и чеченском языке будет стрим с Ахьядом Идиговым. В 19:00 по центральноевропейскому времени. Всех жду. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль. Хай. God bless Америка. Вива Грузия. Живе Беларусь. Всего хорошего. И обязательно все остальные, кто за нас стоит. Всего хорошего, друзья. Хороших вам выходных. Адикюэль Маш Оль. До свидания. Баркал Хауна Вольник.